Так, ребят, я уже заехал в лес. Еще по лесу покатаюсь, потом уже поеду домой. Вот здесь шалаша вообще работу сделал. Пока нас держит, хочется погулять. Глубоко нет тут. Что-то провисло все. Ух ты! Глубина офигеть. Тут все растаяло. Попробую вон там проехать. Ребят, здесь может так провалиться. Не буду рисковать. Умный гору обойдет. На этой игрушке везде можно проехать. Так, чуть-чуть не вписался. Вот защита и работает. Вот. Здесь видите, как проскочило все. Вот это идея Александра Чуркина. Опа. Комый народ, умный народ.
Перехода нету. Так, ребят. Короче, толкач здесь оставляю. Сам пойду туда, поброжу. Может, чагу где найду. Нормально едет, вообще огонь. Везде щели можно. Ой, я не знаю, как еще сказать, что это самая лучшая техника. Без прицепа езжу. Ё-моё, прицеп где-то я потерял. Сука. Твою дивизию. Без прицепа еду. И где я это потерял? Опять выскочил. В общем, пойду на лыжах. А здесь пойду. И как-то кругом пройдусь. Потом, не знаю, надеюсь, мои следы будут. Где-то местами теряется, где-то видно. Пешком пройдусь. Если где я найду, приволоку на себе. Если нет, так обратно придется поехать. Может, и я не понимаю, где он вообще выскочил. Ё-моё, блин. Вот это да. Это, ребят, большой минус. Это большой минус. Каждый раз так. Если будет прицеп выскакивать. Увидел первую находку. Вон, ребят. Есть чага. Ну, с берез достаточно. Тут старицы, река. Возможно, что-то и найду. Да, хорошая чага там. Отлично. Первая находка. Издалека, когда увидел, большая чага, вон, смотрите, почистил и сколько осталось. И то так себе. Вот. Кругом старицы, наверное, здесь. Незнакомые тоже места. Еще один. Вот она, ребят. Одно дерево, и там еще второе. Вот. Два дерева с чагой. Вот. Там еще. Опа. Тоже чага. Ну вот. Так, потихоньку набирается. Немного, не скажу, что много, но лучше, чем ничего, ребят. Начнем с малого. Потихоньку, помаленьку. Случайно заметил. Он там шел. Смотрите, какой подсад. И вот
когда твоя, ты видишь, замечаешь. Вот он. Вот. Вот, знаешь, с одного ракурса не видно, с другого все видать. Надо просто внимательно смотреть. Тут живут бобры. Даже сейчас выходили, что ли, они. Вот они грызли березу. Поваленная уже. Похоже, отсюда веткой они таскали вон туда. Кормились. Ага. Три березы они свалили сейчас зимой. Раз, два. Это третья. Тут, наверное, выход у них. Лазейка. Ага. Вон там, наверное, хатка. Да, ребят, вот он. Тут хатка у них, похоже. Вот они. Здесь вылазят. Если в засаде посидеть, там можно бум. Или проходной капкан поставить. Сразу попадет. Потому что они тут живут. Видно небольшое озеро здесь. И перезимовали. Свалили березу. Крепкая береза, блин. Вот это да. Чуть не прошел. Вон там хорошую чагу ее. Но прилично уже пустую иду. Вообще ничего нету. В одну старицу перешел, потом вот уже по другой старице. Думаю, где, куда идти. Наверное, поднимусь и направо потом пойду. Вообще мало. Совсем мало, ребят. А это чуть-чуть не пропустил. Здоровый. Да. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ничего, он сидит. Опа. Вот это уже мощь. Более-менее. Здоровая береза, блин. Да, это уже будет ноша хорошая. Ну да, прилично. Вес такой. Шматок такой, ребят. Огромный. Килограмм 5, не меньше. Может даже больше чуть-чуть. Хожу наугад. Вон там вижу пустырь. А здесь очень много воды. Наверное, вон туда схожу. Переходить пока не стану. Здесь до этого. Может там, где ручей переходил, объезжал. Может это старица. В общем, пока в темную иду, не понимаю куда. Так прохожу. Идти на лыжах хорошо, но без лыж нас не держит. Мототолкач держит. На буране мужик, и говорит, вчера общался с одним человеком, который тоже съездил до избы, говорит, буран не держит нас. Вот. Ладно, сейчас еще поброжу. Так, ребят, сейчас где-то здесь пройду, на гору поднимусь, там уже след будет. Это мои следы будут. Здесь все сыро, мокро. Но ночной лед как бы еще есть, стоит. Но лучше обойти. Там подъем крутой и хороший.
Да, рюкзак увесистый стал. Этот большой шматок, блин, сразу такой вес стал приятный. Далеко с таким рюкзаком не пойдешь. Где-то здесь и выгружу, нафиг обратно здесь тоже поеду. Уже верняк будет. Вот бураница. Тут разогнался, ехал. Там, короче, ручей будет. Зигзагом где ездил. Может и там где-то потерял я. Прицеп. Нафиг мешок тоже здесь оставлю. Чем тащить туда. Там больше километра еще до снега. До этого. Не знаю где он. Вот. Пусть тут стоит. Потом уже заберу. И самый лучший вариант здесь выехать обратно. Потому что там можно напрямик тоже выехать. Интересно тоже было бы. Не оставлю. Не буду на себе таскать. Пойду налегке лучше. И по своим следам везде придется пройтись. Здесь тоже поворот был. Или тут оставил, или на ручье. Один из двух. Найдем. Здесь следы. Следы у меня как будто уже даже и без прицепа ехал. Что-то след прицепа я не вижу. Давайте схожу, тут недалеко тоже поворот. Да нет, ребят, тут нету. Вот тут я объезжал, вот этот овраг, он там объезжал, здесь проехал. Думал, на этом повороте он где-то на повороте может как-то вышел. Тут нету. Вот ручей, до которого доезжал, потом я развернулся, и вот тут мои следы. Поехал туда, зигзагом, и вот тут, между деревьев. Будем смотреть, может где-то и тут, может возле шалаша, кто его знает. Вот здесь так, нырял. Думал, вот тут где-то оставил. Нет, тут тоже нету. Не могу понять, где он. Смотрите, где я проезжал. Вот тут я включался, комментировал, что вот в таких местах. Вот смотрите, какие повороты можно сделать на маленькой технике. Вот так проехал. Где небольшой снежок, там и проедешь. Вот тут такие повороты. Смотрите. Да, вот. Думал, где-то он здесь отцепился. Да нет. Идем дальше. Офигеть, ребят, не нашел. Считай, половину пройти от шалаша. Прошел и вот так. Ладно, сейчас чай попью. И туда еще съезжу. Потом на дорогу выеду. Там, наверное, оставлю толкач. И еще поброжу пешком. И обратно все. Шабаш. Настроение упало, блядь. Когда вот ты планируешь одно, куда-то ехать, сходить. И приходится возвращаться. Это очень плохо. Ребят, начал обедать. Колбаса, хлеб, такой бутик с чаем. Вот. Немножко сейчас отдохну. И дальше в путь. Покатаемся еще. Обратно по своему следу буду возвращаться. Также буду искать беглеца. Санки где-то я потерял. Между
ручьем и шалашом где-то вот на этом месте. От ручья до сюда, где думал, что потерял, там вообще его нету. Это значит, еще дальше надо идти. Ну и буду там же и выезжать. В принципе, нормально. Чуть-чуть, конечно, поменялся маршрут. Не люблю по одному и тому же месту ходить, ездить. Но иногда бывает приходится. Вот. Да и здесь по лесу дольше держится наст. На болоте. Да и на болоте, думаю, проскочим. Вот. А сейчас отдыхаю, чай пью. И поедем. Проеду еще где-то с километра и там оставлю. Там еще поврежу на лыжах. И по дороге буду возвращаться. Самое, как сказать, зигзагом ходить, ехать это на ручье. Там неприятно, конечно. Надо место искать, где вот проскочить. А в остальном дорога и болота. Короче, немножко по катушке еще поснимаю. Ну, не знаю, сколько мне придется ехать до Березняка. Как найду березу, там остановлюсь. Вот лыжи торчат тоже, не разгонишься. А когда лыжи где-то сзади, можно смело там прям через деревья проехать. Ладно, покатаемся сейчас. Вот так проеду туда. Дорога тут. Да, обратно я здесь буду ехать. Короче, пока здесь оставлю. Здесь Березняк, пройдусь. И уже сюда приду. Переодеться жарко. Тут смотрите, какой подъем. Тоже уже снег растаял. Я иду вот так стороной так прохожу. Есть вроде береза, но чагом вот количество, вот она. С килограммчик, наверное, набрал. Даже в рюкзак еще не закинул. Надеялся, что найду и там включусь. Что-то иду. Пустую. Вообще тишина. Там река и поля. Туда идти не хочется. Вот так между рекой и там болото. Вот так посередине иду. Ну, придется развернуться, наверное. Потому что тут мало что я нашел. Практически ничего нету. Там сосновый лес. Тут вообще, ребят, что-то мне не понравилось. Придется домой уже, наверное, возвращаться. Все, выхожу. Хватит. Тут буранится. Там дорога, основная трасса, вывозка леса идет. Осталось немного. От силы с километр, наверное. Тут сосновый лес, я смотрю. Видите? И смысла я не вижу. Что-то вообще тут ничего нет. Вообще. Вроде березы есть. Ну там зачес даже я видел. Свежий зачес. Вот тут проходит. Не, бесполезно здесь искать, ребят. Все, возвращаюсь. Пойду к толкачу. И все. Так, лыжи закрепил.
Все в порядке. Ничего не забыл. В общем, погнал я обратно. Все. На сегодня. Найду прицеп и уже оттуда сразу газку домой. Держит пока нормально. Видите, какой маневренный. Вот тут проехал, вот. А утренний след вот здесь у меня. Солнце разъедает и уже теряется след. Туда поеду. Что-то очень гремит сильно. Здесь уже застряну, может. Все провалилось, проскочил. А? Гремит сильно. Капец. Что-то громкий стал. Это чехол. Вот. Ё-моё! Вон там шалаш, ребят. Здесь я останавливался, включился, чтобы вам начал записывать видео, как я проехал. Здесь и потерял я. Просто здесь поставил вот тут. Капец. Ха, чудеса.
Просто чудеса. Я не знаю, как он выходит, я представления не имею. Ну. Или он так... вот так, наверное, может тоже. Как-то вот так умудряется. Да, ситуация, блин, не пяль. Сейчас как-то еще. Вот так. Может, сейчас он мне будет выскакивать. Смотрим. Ну, примерно так, ребят. На болоте я оставил. Нашел. Следы теряются, блин. Можно проехать прямо по болоту. Можно по дороге. Наверное, по дороге я там проеду. В круг сделаю, чем по пустырю. Здесь скакать очень тяжело сидеть. Там по дороге ровнее, наверное, будет. Здесь вот так. Прям, я не знаю, как стиральная доска. Лучше по дороге поеду. Вот. Самое главное нашел. Сейчас это загружу. Вот. Все остальное пусть тут будет. А тут ломаться нечего. Смазка есть. Вот. Мне вот кажется, что вот именно вот в этой части что-то вот очень сильно гремит. Не гремит, а шумит. Цепь ослабилась капитально. Да. Цепь тоже, в принципе, не попадает в кожух. Тоже не гремит. Все смазано. Крутится, вертится. Ну, наверное, так и должно быть. Тут смазано тоже все капитально у меня. Ремень не изношен. Так. Наверное, можно чуть-чуть. Давайте сразу уже цепь немножко подтяну. Так, в общем, ослабляешь 4 гайки круговую. Откручиваешь немножко, получается, контргайку, и этим болтом подтягиваешь цепь. Немножко. Что-то слишком уже перебор растянут он. Вот. Все достаточно. Потом, когда затягиваешь вот эти, еще он чуть-чуть затянется. Контрагайкой фиксируем и обратно закручиваешь вот эти болты. Гайки-то есть. Короче, вот примерно видно, где-то почти сантиметр сдвинул вот эту платформу, и цепь натяжка хорошая стала. Отходит краска. Вот тут. Когда нормально уже затянул, подтянул цепь, начнешь гайки закручивать. Я говорил, он
затянется. Нет, наоборот, гайки закручиваешь, он растягивается почему-то. И пришлось мне еще второй раз открутить и еще подтянуть. Ну, сейчас нормально стало все. Вот. Давайте запустим двигатель, посмотрим, что как тут. Шум вот это кожух дает. Капитально. И этот еще. Вот. Мне писали. Подписчик писал. Подписчик мне писал, и он дополнительно приварил вот сюда. Возможно, этот шумит. Да. Вот это и шумит. Вибрация большая идет. Я думал, здесь вариатор. Нет, ребят, действительно, вот это надо... Последний аккумулятор. Так, короче, вот эта хрень. И дает звук большой. Или вообще его убрать отсюда. Отсюда эту фигню убрать. И сюда что-нибудь, какой-нибудь кожух гибкий поставить. Вот это и шумеет. Вот. Это пластина металлическая. Такие дела. Сейчас понял. Потому что я крышку снял, и он также это, зашумел, и я увидел. Даже услышал и увидел, вот кроме него нечего тут шуметь. Что за функцию он там делает? Ну типа от снега на какого-то. Да, вон он ходуном ходит. Вот. Вот это и шумит. Все ясно. Так. Ладно, ребят, сейчас покажу, что я сделал. Ну, кожух поставил, все закрыл. И тут, надеюсь, видите, тут, короче, поставил березовые ветки. Сейчас поглядим, он шуметь будет или нет. Вибрация идет от этой жестянки в раму. Вот поэтому еще гремит. Ну, смотрим. Если что, приварю там. Доработаю. По-другому не получится. Но сейчас, наверное, все равно, пока там ветка, меньше будет греметь. Так, ничего не забыл. Все, поехали. Одна ветка уже упала, но вот видишь, звук сразу изменился. Вот эта жестянка и гремит. Наконец-то встал на свою бураницу зимнюю, по которой я ездил. Капканы ставил и вам походу снимал. Всю зиму вот тут катал. Можно напрямик, конечно, намного ближе, но, ребят, кругом уже дороги открылись.
И так приходится зигзагами кружить, там, объезжать. Ну, сейчас уже немножко осталось тут кладбище, и за кладбищем переход через речку. И уже я загружаюсь на УАЗик и еду домой. Потому что от реки до дома там все уже дороги тоже открыты. Приходится на УАЗике транспорт все это перевозить. Ну что сказать, ребят. Шум, гам иду. Очень громко стало. Вот это я, наверное, железку оттуда, ну, напишу производителям, для чего они это поставили. Вот этот козырек, который гремит очень сильно. И если можно убрать его, я уберу. Можно, это может какую-то функцию тоже играет, крепление или еще что-то там, потому что мощные гайки, болты там, вон там две штуки даже, на 2 болтах он крепится. Да, думаю, там, наверное, он просто не нужен. Вот. Если скажут, можно убрать, я уберу и, наверное, сюда лучше поставлю, как сказать, сейчас скажу, транспортерная лента. Вот, что вот сзади стоит транспортерная лента, вот то же самое вот, полностью закрыть, меньше будет пухляк лететь. И этот шум вообще уже каждым разом все громче и громче становится. Сегодня невыносимо. Туда в щель я палку ставлю, он просто оттуда вылетает на ходу. Вибрация капец. Он просто дребезжит там очень сильно. Ходовая вся в снегу. Ну, все классно. Вот. Ну, примерно вот такая транспортерная лента. Вот она. В ширину и высота примерно вот так и закрепить. Вот. Ну, примерно так. Ну и, ребят, буду заканчивать на этом. Там уже снимать нечего. Короче говоря, ждите весеннюю охоту на болоте. Раз подготовился, наверное, все равно пару раз-то сходим, посидим там, послушаем звук природы. Может и удастся добыть селезня, крякву или же еще какую-то утку. Посмотрим, как пройдет, все будет, я поснимаю. Ну, давайте. Спасибо вам за лайки, дизлайки, за подписку и за ваш хороший комментарий. Пока. Ждите новые фильмы.